Адвокаты уйгурских групп представили в Международный уголовный суд МУС новые доказательства фактов принудительной депортации уйгурских мусульман в Китай из Таджикистана. В силу того, что Таджикистан является членом этой организации, юристы надеются, что его членство может стать способом привлечения внимания к Международному суду по военным преступлениям о жестоком обращении Китая с уйгурами. На основании этого нового досье доказательств, представленные прокурору МУС, показывающие действия китайских властей непосредственно в Таджикистане, государстве-участники МУС ясно, что МУС действительно обладает юрисдикцией для начала расследования, говорит Родни Диксон, один из адвокатов уйгурских групп. Действия властей Таджикистана объясняются экономическими интересами, ведь Китай в последнее время стал самым главным инвестором и кредитором в Таджикистане. Госдолг таджикской стороны перед Китаем на данный момент составляет около 1,2 миллиарда долларов США. Примечательно, что Таджикистан далеко не единственная мусульманская страна, власти которой принудительно депортируют уйгуров в Китай, где их ждет как минимум заключение в так называемых лагерях перевоспитания и пытки в обмен на выгодные экономические отношения. Аналогичные обвинения в передаче уйгурам властям Китая неоднократно озвучивались и в адрес турецкого правительства. Напомним, что первые сведения о существовании концлагерей для мусульман в Китае стали появляться с 2014 года. По данным активистов и экспертов ООН по правам человека, в настоящее время в таких учреждениях содержится не менее 1 миллиона мусульман в западном районе Китая Синьцзянь, граничащем с Таджикистаном. Периодически в различных СМИ публикуются интервью побывавших в таких лагерях и их близких, независимые расследования журналистов, где раскрываются все ужасы жизни в так называемых лагерях перевоспитания. Так называемое мировое сообщество, включая и правительства мусульманских стран, не только молча наблюдает за происходящим геноцидом мусульман Восточного Туркестана, но и поддерживает такую политику и сотрудничает с китайским правительством.